Курган. Название происходит от тюркского кургон – сооружение, крепость. Также курган – это разновидность погребальных памятников, распространенная на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды. Характеризуется обычно сооружением земляной насыпи над погребальной ямой. Выделяются многочисленные типы курганов, характеризующиеся особенностями конструкции погребальной камеры и насыпи. Крупные курганные могильники – один из самых широко распространенных и известных типов древних могильников. Свое название данный тип получил от надмогильного сооружения – земляной насыпи кургана, сооружавшейся в древности над местом погребения. В горных местностях курганная насыпь могла быть сооружена из крупных камней. Курганные насыпи, сооружавшиеся над погребениями, имеют самые разные размеры, от небольших в несколько сантиметров в высоту и 2-3 в диаметре, до крупных 5-6 и более метров в высоту и 40-50 и более метров в диаметре. Общие размеры насыпи кургана зависят от времени его возведения и погребальной обрядности населения, оставившего могильники. Считается, что крупная насыпь всегда имела особое сакральное значение у древнего населения, поэтому традиции и особенности ее возведения у того или иного народа были довольно устойчивыми. Как правило, курганные насыпи содержат поминальные остатки, представленные кострищами, костными останками поминальной пищи, глиняной посуды и многого другого. Часто особенностями многих курганов являются ровики, окружающие курганные насыпи. Такие ровики могут быть небольшими и неглубокими по своим размерам и слабо выраженными в рельефе, а могут иметь большие размеры и глубину, представляя собой значительные сооружения. Еще одной особенностью курганов с ровиками может быть вал, отсыпанный на внешнюю от ровика сторону. К настоящему времени в Северном Казахстане вскрыто более 200 погребальных памятников эпохи раннего Железного века. Более 150 из них представляют собой комплексы, надежно документированные вещевым инвентарем или погребальным обрядом. К эпохе ранних кочевников, 8-5 век до нашей эры, относятся 72 кургана. Это одиночные курганы среди малых и средних размеров, возведенные на территории могильников эпохи бронзы, либо расположенные в глубине степей. В их погребальном обряде сочетаются черты как бронзового, так и железного веков. Центральной частью многих земляных курганов является надмогильная конструкция, сложенная из дерева. Прослеживаются сооружения двух типов – плоские накаты над могилами и объемные постройки – срубы и шатры. Следы культа огня и кости домашних животных, например, овец, зафиксированы почти в половине курганов. К кругу ритуальных надо отнести находки предметов конской узды в специальных каменных кольцах. Следующий период раннего Железного века можно назвать царским, 4-2 век до нашей эры. В это время получили распространение крупные курганы, их известно более 50. Именно они выражают особенности погребального обряда. Своеобразным композиционным центром курганов являются надмогильные сооружения, возведенные из грунта с применением глины, хвороста, иногда сверху покрытые деревом, имитирующие по форме шатер или сруб. Нередко за основу брался уже существующий курган. Насыпи погребальных памятников имеют сложную структуру – включение глиняных блоков, горизонтальные слои глины, хвороста. Поверхности подкурганных площадок усланы берестой, глиной, иногда срезан гумус погребальной почвы. Многие земляные насыпи окружены рвами. Доминирующий тип погребельной камеры – простая грунтовая яма глубиной от полу до 5 метров. В степных районах Урала и Иртышского междуречья складывается культура сакского типа. В определении ее культурной принадлежности главную роль играет погребальный обряд, характеристики которого позволяют отнести памятники Северного Казахстана к улубаевско-тасмолинской культуре, по исследованному в Сергеевском районе могильнику Улубай. В IV-V веках до нашей эры сокращаются рамки тасмолинской культуры, увеличивается влияние савроматских племен на этнокультурные процессы и хозяйственную деятельность населения Северного Казахстана. В
В V-IV веках до нашей эры в лесостепной зоне Зауралья и Западной Сибири складывается саргатская культура, истоки которой связаны с Урало-Иртышским междуречием. В IV и II веках до нашей эры на заключительном этапе улыбаевско-тосмолинской культуры заметны этнические и культурные связи с саргатской и сарматской культурами. Это проявляется как в погребальном обряде, так и в особенностях керамической посуды и предметов вооружения. Во II и I веке до нашей эры происходят изменения в погребальном обряде. Появляются погребения воинов с гунским луком, колчаном со стрелами, длинными мечами и кинжалами. Погребальные камеры малых и средних размеров. Сопровождающий инвентарь – это сосуды и предметы вооружения. Заупокойная пища, часть туши овцы, сопровождает каждое второе захоронение. Анализ археологических находок, сравнение различных погребений дает основание полагать, что в эпоху раннего железа уже наблюдалось ярко выраженное имущественное неравенство. Резко возросло производство различных видов военного снаряжения. Становится ясно, что у кочевников военные походы не были редкостью. Этот период был временем распада первобытно-общинных отношений и существования военно-демократического строя, представляющего переходную ступень к классовому обществу. Возникли крупные племенные союзы, велась ожесточенная межродовая и межплеменная борьба. Обо всем этом можно судить не только по археологическому материалу, но и по письменным источникам.